Ну и еще один вопрос, да, который хочется вам рассказать, это про о том, как разумно использовать антибиотики. Как правильно, разумно использовать антибиотики, да. Антибиотики сами по себе это очень важное, величайшее достижение современной медицины, потому что раньше умирали более там тысячами, сотнями тысяч людей от инфекционных болезней, которые вызывались бактериями. И в 20 век Александр Флеминг, да, открыл пенициллин, 1928 году, и стали уже пенициллин использовать в России в 40-х годах, что спасало очень большое количество людей. Это там пневмонии, различные инфекционные заболевания там, мочеполовой системы, то есть большинство количества бактерий, ну, бактерий. Антибиотики – это, получается, группа противомикробных препаратов, лекарственных средств, которые являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, синтетические производные. Ну и они вообще, по идее, используются, да, сейчас очень много где. Так. И они могут, вот антибиотики, они изначально вообще вот избирательно действуют на бактерии, которые заражают организм человека. Они могут действовать на клетку бактерий, либо на структуру ДНК менять, либо синтез белка, где торможение происходит, деление бактерий. Вот. И очень много антибиотиков есть. Все антибиотики действуют, вот как вы поняли, на различные, да, они не уникальны, действуют не на все бактерии, они действуют вот избирательно, да, на определенное количество бактерий. Поэтому в инструкции к каждому препарату, да, антибактериальному имеется вот перечень бактерий, на которые он действует. Поэтому это тоже очень важно смотреть и консультироваться с врачом, например. Потому что бывает такое, то, что вот мне в прошлый раз вот помог антибиотик вылечиться от той болезни, сейчас я тоже вот его приму, потому что симптомы одинаковые. Но это не так, потому что симптомы могут быть одинаковые, но бактерии могут быть разные. Поэтому антибиотики не надо применять одни и те же постоянно. Необходимо поэтому консультироваться с врачами. Антибиотики бывают разные, бывают таблетки самые популярные, да, бывают растворы, бывают ингаляторы, которые действуют только на верхние дыхательные пути, бывают в виде мази либо кремов. И важно помнить, да, то, что антибиотики не действуют на вирусы, это не противовирусное, и поэтому необходимо понимать это. К антибиотикам, да, развивается устойчивость, резистентность, потому что люди начинают часто применять, да, антибиотики постоянно, либо коротко, либо долго, это тоже очень влияет. То есть такое понятие, как есть же то, что их не убивает, делает сильнее, да, обеспечивая их преимущество по сравнению с конкурентами. То есть они начинают уже понимать, что это лекарство против них, и начинают менять свою структуру, свой ДНК. Они очень хорошо приспосабливаются бактерии, да, к антибиотикам, к антибактериальным препаратам. И происходит поэтому формирование резистентности. Чем же это вообще грозит? Да? То, что вот мы неграмотно принимаем антибиотики, и впоследствии это может отразиться тем, что вот лекарство не действует, не помогает нам справиться с нашим заболеванием, с нашей болезнью. Ага. То есть потом уже это может грозить тем, что люди могут умирать уже от вот, бактериальных болезней, да, в будущем, если уже мы будем принимать вот эти антибиотики неразумно. Так, ну вот, потому что в России, да, очень часто распространена практика самолечения антибиотиками, да, которые можно легко купить в аптеке без назначения врача, и, соответственно, человек принимает их, там, какой-то грипп, да, простуда и так далее, и начинает принимать, и либо там примет 3 раза в день, вот, то есть там 3 дня вместо 5 дней, там, и так далее, и от дозы, от частоты применения, это все тоже очень влияет, что может быть неправильно и так далее. То есть антибиотики – это вообще социально значимая группа препаратов, которые могут сохранить жизнь для будущих поколений. И антибиотики тоже могут вызывать побочные эффекты, аллергические реакции, там, токсическое воздействие на почки и так далее. И
вообще сами по собой антибиотики – это необычные лекарственные препараты, которые могут вызвать и другие свойственные только им побочные эффекты. Вот. Также есть понятие, как основные правила применения антибиотиков, да, применять антибиотики только по назначению врача – это обязательно, потому что вы сами не можете лечить самостоятельно вот какую-то вирусную либо бактериальную инфекцию, решить, какой антибиотик надо принимать, когда, сколько дней и так далее. Вот. И покупка антибиотиков наугад по совету друзей либо от рекламы, да, мне помогло и тебе поможет, это большая ошибка, потому что оно может привести к стиранию признаков заболевания, да, но развитию серьезных осложнений. Вот. Антибиотики бесполезно применять при ОРВИ, гриппе, запомните, да, то есть, потому что они вызываются вирусами, а антибиотики не действуют на них. Когда повышается температура, да, такое тоже бывает, люди начинают принимать антибиотики. Антибиотики – это не жаропонижающие, да, не обезболивающие препараты, поэтому их тоже применять не стоит. И при кашле, да, кашель вообще вызывается множеством причин на свете, да, и небольшая доля только обусловлена инфекциями, вызывающими там бактериальными возбудителями, но это тоже бактериальный посев только может узнать, от чего ваш кашель, да, например, и какой антибиотик может вам помочь. И необходимо, во-вторых, да, основное правило тоже следовать рекомендациям врача относительно назначенного препарата. То есть антибиотики не являются универсальными препаратами, они относятся, действуют только на отдельные виды бактерий, и, соответственно, вам необходимо дозу, курс и так далее соблюдать эффективно. Например, повышение дозы антибиотика, либо слишком длительный курс могут оказать токсическое действие на организм и так далее. Если люди страдают там, заболеваниями сердца, почек, сахарным диабетом и так далее, тоже необходимо консультироваться со своими врачами, да, потому что взаимодействие между препаратами, которые принимает больной человек от сердца, от сахарного диабета, здесь тоже отдельно другой антибиотик подбирается. И в-третьих, да, не надо хранить антибиотики у себя в аптечке. Антибиотики не храните. Противовирусные можно, антибиотики не надо. Потому что устраивать запасы из оставшихся, там, например, антибиотиков в домашней аптечке – это нецелесообразно, потому что не факт, что этот антибиотик вам поможет в следующий раз, либо, например, мало пригодится вашим родственникам, потому что вы можете болеть разными там, инфекциями, бактериями и так далее. Если, например, вы принимаете антибиотики очень долго, я слышала историю, что человек принимал антибиотики 6 месяцев безостановочно, то тут уже идет речь о том, что у человека микрофлора в кишечнике сказала «до свидания, пока-пока». То есть и иммунитета у человека уже в дальнейшем не будет. Потому что у нас есть в организме бактерии, полезные бактерии, которые помогают во рту, в ротовой полости, в кишечнике, вырабатывают иммунитет, помогают пищеварению, да, то есть и у человека уже развивается сниженный иммунитет, либо могут, если меньше 6, тоже с нарушением принимают антибиотики, могут возникнуть, например, диарея, либо, наоборот, запоры и так далее, тоже различные нарушения микрофлоры. Это тоже очень плохо, опасно. Иммунитет – это то, что нас защищает, да, к которому надо серьезно тоже относиться, без него никуда. Вот. И еще в аптечке, да, бывают просроченные там лекарства, которые хранят, это тоже очень важно. Есть люди, которые не смотрят дату, время же у нас очень быстро идет, и типа мы не можем опомниться, год прошел, а вы не опомнились лекарства-то тем более, да, у лекарства там уже год прошел срок, и вы его приняли. Соответственно, здесь он и эффективность свою теряет, но и самое важное, он может быть токсичным для вашего организма. Не дай бог еще ребенку дадите, то это вообще. Поэтому следите за лекарствами, антибиотики не храните в аптечке. Вот. И в-четвертых, да, самое главное, не давайте рекомендации по приему антибиотиков родственникам, друзьям, либо знакомым. Мне помогло, тебе поможет. Такого принципа не должно быть по антибиотикам. Потому что большинство инфекционных болезней имеют схожую симптоматику, и если ранее назначенный вам антибиотик был эффективен, да, это не значит, что его применение подойдет вашим знакомым и так далее. Вот, и поэтому установить точный диагноз тоже поможет только врач и назначить, какое именно лекарство и так далее. Вот, и поэтому очень важно, да, следить за приемом таких лекарств.
Так, у нас тут поступили парацетамол, антибиотик. Так, я переболела ковидом в августе, хочу поставить вакцину, но говорят, если будет больше, то нельзя. Это правда или все равно могу поставить вакцину? Так, ну, в принципе, здесь можете вы, если есть риск, то, ну, антител высокий, то можете посмотреть, сдать на антитела. Но август это уже сколько месяцев, 3 месяца прошло, да, но можете получить вакцину где-то в январе, в принципе, будет нормально. То я знаю людей, которые, ну, тут, как и в презентации я вам рассказала, можно и не сдавая на антитела получить вакцину, вот. Потому что если у вас, если вы официально болели, да, там, если у вас есть QR-код, то люди сейчас ходят и с этим QR-кодом, либо если вы хотите там вакцину получить, то можете, в принципе, почему бы и нет. Больше 10 антител, это 10% антител, это, по идее, мало. Вот, сейчас, в принципе, ставят ее. Антитела 20, да? Угу. Ну, в принципе, можете получить. Тут потому что, знаете, какое понятие есть? То, что в зависимости от того, в какой клинике вы сдаете, в поликлинике, клинике, да, вот титр антител, они везде разные. То есть вы, ну, если бы они были бесплатные, да, вот сдача антител, то мы бы поняли, да, например, сравнили, да, вот в этой поликлинике у меня 20, там в другой поликлинике 5. То есть оно тоже может быть таким варьирующимся, потому что это зависит от аппарата, который делает вот этот анализ. Там по показателям, да, и так далее. Лучше там можете проконсультироваться с лаборантом, который вот, именно с врачом-лаборантом, который вот, например, знает, сколько вот точно вот именно то, что вам справочку дали, то, что у вас вот IgM, да, там 20 и так далее, вы можете потом спросить, и уже можно потом получать вакцину. То есть поэтому, если что, вы можете мне написать, я могу посмотреть ваш там список антител, то есть титр антител, как у вас там выглядит, и через врача-лаборанта, который у нас на кафедре работает, спросить и проконсультироваться, получается. Вот, если что, я вот номер свой отправила, можете спросить, хоть когда пишите, звоните и так далее. Еще, может быть, есть вопросы? То есть по антибиотикам тоже, да, понятно, да, что надо очень серьезно относиться, да, к приему, потому что вот такое вот, вообще, по идее, не очень старайтесь принимать антибиотики, если, например, болеете гриппом. И, например, я вообще ни разу не принимала антибиотики, да, но однажды, когда очень долго болела, мне врач назначил, но все равно побочные эффекты, конечно, были. Вот, поэтому лучше вообще без антибиотиков повышать иммунитет, спать по 7 часов. Конечно, если мало спите, то и стресс появляется, и иммунитет понижается, и со здоровьем проблемы могут возникать. Вот, поэтому такие вот дела. Вот. Есть еще вопросы? Вопросов нет, да? Угу, хорошо. Ну тогда все. Всем спасибо. Запись есть, была, да. Спасибо за приглашение. Всем хорошего дня. Пока-пока.